Исполнительный комитет Гагаузии предложил решение проблемы, касающейся выделения финансов на приобретение нового оборудования, которое позволит обеспечить вещание радио общественной компании ГРТ по Камрадскому району. Было принято решение, что сейчас на данном этапе телерадиокомпания изыскивает эти средства в рамках утвержденных ассигнований 10 миллионов лей, то, что на этот год было утверждено. Мы авансируем эти 200 тысяч, мы ежемесячно субсидируем компанию ГРТ на эти 10 миллионов, то есть разбиты по 800 тысяч. Мы в этом месяце и, по-моему, сегодня уходят эти 200 тысяч для того, чтобы компания смогла приобрести это оборудование для того, чтобы не было сбоев. А уже в последующем, опять-таки к июлю месяца, при уточнениях бюджета мы будем искать возможности для компенсации этих затрат, для того, чтобы компания ГРТ не пострадала в выплатах заработных плат, коммунальных услуг и так далее. Эти изменения в будущем предстоит рассмотреть депутатам НСГ. Свое видение по этому вопросу сообщил вице-спикер НСГ Александр Тарнавский. Компании нужно срочно приобрести эту установку, установить за счет тех ассигнований, которые выделены на их поддержку бюджетной дотации. В том числе, как озвучил Иван Николаевич, за счет авансового платежа за следующий месяц. То есть вам могут эти 200 тысяч дополнительно сейчас выделить в счет годовых платежей. А уже потом, когда стратегически решать вопрос, дело в том, что для того, чтобы выделить дополнительно деньги компании ГРТ, необходимо вносить изменения в бюджет. А чтобы внести изменения в бюджет, даже в части 200 тысяч лет, нужно законодательная инициатива от исполнительного комитета. То есть я уверен, что коллеги поддержат выделение этих средств, но вначале нужно, чтобы исполнительный комитет вышел с такой инициативой. Средства уже поступили на счет ГРТ, сообщил руководитель компании Вадим Анастасов. Сегодня нам утром деньги упали на счет, но вопрос не так быстро будет решаться в связи с тем, что, опять же, это нужно заказать оборудование, это нужно, чтобы мачтовики приехали, поднимались на высоту, потому что там, опять же, это находится на уровне 100 метров, это антенна, то есть это не простой труд, здесь нужно будет... И мы на этот период будем говорить с нашими коллегами из Кишинева, чтобы они нам продлили еще не на большой период, на недели, полторы-две, продлили возможность аренды оборудования, так как тем более у нас сейчас выборы Башкана, и для нас очень важно не прерывать работу. Главный инженер компании ГРТ Ярослав Булгару сообщил, что вопрос по закупке и установке нового оборудования уже в процессе реализации. Несмотря на сжатые сроки, он отметил, что работы будут выполнены в срок. Я сейчас как раз на связи нахожусь с мачтовиками, то есть фирмой, которые давали предложение нам по закупке передающего устройства, это передатчика, это радиоантенны и установки. То есть та фирма, которая дала лучшее предложение, вот буквально я минут 15 с ними назад говорил о том, что уже возможности есть начать все работы. Сейчас жду от них предложения в плане того, когда они смогут приступить к работе, потому что нужно понимать, есть ли у них на складе это оборудование в наличии, либо его нужно привозить. Дело в том, что сроки очень маленькие, сжатые, все любое оборудование, которое заказывается, оно приходит за какой-то период, потому что оно специфическое, его постоянно в Молдове нету. После того, как оборудование будет получено, работы будут выполнены в течение нескольких дней. На этот период вещания радио по Камрадскому району не будет. Специалистам предстоит заменить технику, которая прослужила более 20 лет. После этого сигнал радиостанции ОК ГРТ будет восстановлен. Татьяна Ставилова, Владислав Табачук, Алексей Герчук, ГРТ Новости.